Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И сразу к новостям. В Ялте украинские активисты покрасили маяк в цвета флага Украины. Так сказать, маякнули. И если присмотреться, то можно увидеть решение всех проблем, существующих в Крыму. Недавно в интернет-издании появилась новость. Аксенов является свидетелем по делу 26 февраля со стороны обвинения. Но правильнее было бы поменять местами два слова. Аксенов является обвиняемым по делу 26 февраля со стороны свидетелей. Но российские СМИ нельзя обвинять за эту ошибку, ведь ошибаться – это их работа. Музеи Крыма за год заработали 7 миллионов долларов. С каждым заработком самих музеев становилось все меньше и меньше. Отметим, что больше всех заработал музей восковых фигур, когда начал переплавлять экспонаты в свечки. Единственное, кому не понравилась идея плавить восковые фигуры, это пенсионеры. Так у них была хоть какая-то возможность пожаловаться на жизнь Сталину. Крымский митрополит Лазарь на вертолете осветил Симферополь. Видимо, у псевдовластей больше не осталось вариантов решения проблемы со светом, как только осветить столицу иконой. Также отдельно 7 раз была освещена дача инициатора Геннадия Бахарева. Но на этом отец Лазарь не останавливается и собирается на истребителе осветить весь Крым. И уже договорился с Роскосмосом осветить всю Россию. Казаки Севастополя обижены отказом законодательного собрания выделить им 15 миллионов рублей. Они даже записали видеообращение атамана московскому султану. В Севастополе заявили, что за 2 года создали 13 500 рабочих мест. Так в Крыму появились новые профессии, такие как держатель свечей, риэлтор по национализации, нужно потерпеть, говоритель, сценарист по высокопроцентным соцопросам крымчан. И мы помним этого талантливого человека. Также для увеличения количества рабочих мест правительство Севастополя решило разделить двойные профессии, такие как продавец-консультант и режиссер-постановщик, ну и так далее. Минкурортов Крыма объявила конкурс на лучший туристский маршрут. Мы, в свою очередь, предлагаем свои туристические маршруты. Для россиян материковой части свой маршрут, а для оккупантов Крыма свой. Также министр курортов и туризма заявил, цитирую, «Недостаток сервиса в Крыму компенсирует природа. По такому же принципу недостаток в крымском бюджете компенсирует ярмарка меда. Недостаток электроэнергии компенсируют семечки и карты. Ну а недостаток мозгов у крымских чиновников, увы, не компенсирует ничего. Даже священник на вертолете». За энергоснабжение Крыма заплатят жители материковой части России. Давайте посмотрим, как отреагировали сами жители материковой части России. Пункт 2. До 3 лет. Не пойдет. Не пойдет. А кто вас спрашивать будет? Простым людям больше не доверят выбирать новый логотип Крыма. Теперь этим делом займутся Супермен, Человек-паук, ну и Бэтмен. Последнее слово будет, конечно же, за капитаном Россия. В Симферополе провели акцию «Деньги на ветер». В ходе акции участники закупали водку без пива, меняли доллары на рубли, ну и в конце акции запустили салют днем. Напомним, что ранее эта акция проводилась в крымском правительстве и называлась «Деньги на вечер». Вообще мы считаем, что это исконно русская традиция и называться должна «Бюджет на ветер». Совсем недавно в соцсети на страничке Руслана Бальбека разместили заманчивое предложение, цитирую, «Узнай, что хотят сделать с тобой друзья». У нас 2 вопроса. Первый, откуда у вас друзья? И второй, не с Украины ли это друзья? И если да, то вариантов масса. Что с вами они хотят сделать? Тогда и я ваш друг, и я уверен, что вас их в Украине много. Приезжайте. В Крыму рынки
перешли в собственность муниципалитетов. Нашей редакции удалось понаблюдать за тем, как проходили переговоры. Чьи вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет? А? Ты Витю Гнутова знаешь? Из Воркуты. Хать! А ты Васю Рогова знаешь? Из Вологды. Короче, с вашим барыгой что будем решать? Да ничего. Вам здесь делать нефиг. Это наша корова, и мы ее доим, понял? Постойте, пацаны. Так дела не делаются, пацаны. Вы чё, Вова на нарах, а ваш барыга по кабакам гуляет? Ты еще не врубаешься, да? Это наша корова, и мы ее доим. Напомним, что ранее властями Крыма было принято решение переименовать рэкет в муниципалитеты, поменять смотрящего на главу республики и заменить слово «отжать» на «национализировать». И в завершении. Великий английский писатель Джон Толкин сказал: «Гоблины не злодеи, у них просто высокий уровень коррупции. Несомненно, никто Сергея Валерьевича злодеем не считает, просто он на высоком уровне». На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И я, ее ведущий Михайло Кукуюк. Читайте классику. И все буде добре.